утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В это утро четверга с вами зовут меня Полина Долинская. Тема нашего сегодняшнего эфира – сострадание и доброта. Ведь именно эти качества помогают создавать здоровые и искренние отношения с самими собой, с окружающими людьми и природой. Сегодня в нашем эфире мы узнаем, как будут восстанавливать леса после пожаров. Также мы познакомимся с мальчиком Сережей, который очень нуждается в семье. Ну и поговорим с гостем нашей студии об акции «Путь к дому». Заглянем вместе с нашими корреспондентами в Тулагино-Кильдямский наслег и прикоснемся к его истории. Ну а в конце эфира мы поднимем вам настроение пением хасок. Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Отправляйте свои пожелания, поздравления, рассказывайте, как проходит ваша рабочая неделя. А может быть, вы хотите поделиться с нами, какие у вас планы на эти выходные. Ну а также наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Если у вас нет возможности смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть нас в повторе на нашем YouTube-канале yak24.ru. Ну и традиционно мы начинаем наш эфир с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила -1 в Бердыгистяхе, +8 в Покровске. В Заречной группе -3, +4. В южных в это утро в Алдане +6, в Нерюнгре 7 градусов тепла. В Вилюйской группе от 0 до 5, в Нижнеленских от 1 до 2, а в западных от 7 до 10 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов -1, 3 градуса, в Янских -1, -7, на северо-западе от 1 до 8 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 4 градуса выше 0, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня без осадков ветер северо-восточный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду, днем 15-17 градусов со знаком плюс. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель с последними и актуальными новостями. Снизился спрос на ипотеку. По данным Дом РФ, на начало сентября объем принятых заявок и произведенных выдач по ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала самой программы. На данный момент банки выдали 1,6 тысяч кредитов на сумму почти 4 миллиарда рублей, тогда как в июле и августе было выдано по 3-4 тысячи кредитов на 9,5 миллиардов рублей. При этом снижение спроса на льготную ипотеку был заметен уже в июле. Интересно, что банки не борются за клиентов, как это было весной и в начале лета. Тогда они сами улучшали условия предоставления льготной ипотеки. Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если они передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за 5 лет сэкономить 1 миллион тонн еды и накормить бесплатно 18 миллионов человек. Предложение поддержали крупные торговые сети, которые заявили, что эта мера может стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью и голодом. Тем более, что на сегодня передача еды на благотворительность обходится дороже, чем ее отправка на полигон. При этом представители бизнеса напомнили, что Владимир Путин еще в прошлом году поручал обнулить налог на прибыль и НДС для благотворительных операций. Однако изменений так и не произошло. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения. Также сокращен срок принятия решения по направлению безработного на переобучение или отказе в этом. Что касается сроков принятия решения о направлении на учебу, они сокращены до 7 рабочих дней. Раньше на это отводилось 15 дней. По данным Минтруда, на сегодня число официально зарегистрированных безработных составляет 72 миллиона человек. Уровень безработицы 4,5%, что сравнялось и кое-где превышает показатели до пандемийного уровня.
Роскачество планирует к концу этого года приступить к исследованию игрушек, доставляемых с маркетплейсов. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. Это будет исследование сложнее с тем, которое провела аналогичное Роскачеству одна британская организация. Ее эксперты недавно выяснили, что 42% попавших в их исследование игрушек, закупленных через маркетплейсы, не соответствовали требованиям безопасности. В связи с этим Роскачество считает необходимым проверить эти выводы и при необходимости предостеречь потребителей, а также принять меры по отношению к производителям и операторам торговли. В рамках исследования должно быть проверено как минимум 300 товаров и по глубокому списку показателей, насчитывающему 200-400 показателей качества. Сбер разработал систему распознавания животных. В будущем эта разработка может использоваться и для поиска пропавших животных. Разработчики научили нейросеть отличать очень похожих друг на друга питомцев по определенным особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально точно находить отличия между особями одного вида. На данный момент качество сравнения двух мордочек питомцев составляет 94% для собак и 84% для кошек, сообщили в Сбербанке. В основе модели лежит алгоритм, который используется для распознавания человеческих лиц. Его модернизация позволила добиться высокого качества идентификации домашних животных. Система анализирует особенности их строения, которые нельзя изменить, например, расстояние между глазами. 2000 саженцев сосны высадили на Вилюйском тракте в Якутии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», которая стартовала на территории нашей республики 21 августа с Нерюнгринского района. Этим летом наша республика подверглась серьезному испытанию лесными пожарами. О том, как мы будем восстанавливаться и будут проходить работы по лесовосстановлению, сколько на это потребуется времени и чем каждый из нас сможет помочь. Об этом накануне поговорила наш корреспондент Надежда Саханская с экспертом лесной отрасли, доктором наук, профессором Арктического государственного агротехнологического университета Игорем Григорьевым. Игорь Владиславович, здравствуйте. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Известно, что этим летом Якутия очень сильно пострадала от лесных пожаров. Сейчас же ведутся активные лесовосстановительные работы. Какой объем лесовосстановительных работ необходимо провести в республике, чтобы восполнить те самые потери от пожаров, и сколько на это примерно может потребоваться времени? К сожалению, полных данных по видам пожаров в настоящее время еще не опубликовано. По данным Greenpeace, всего пожарами пройдено в Якутии 3,5 миллиона гектар. Но надо понимать, что лесовосстановление будет необходимо там, где прошли верховые пожары. А с учетом того, что леса Якутии, они вообще, в общем-то, приспособились за многие тысячелетия к лесным пожарам и преобладают у нас в лесах лиственница и сосна, они низовых пожаров не боятся. Более того, как знают практики, после низового пожара как раз идет очень хорошее естественное лесовосстановление, которое без пожаров в принципе невозможно. И можно даже увидеть где-нибудь в парках, там, где не было пирогенного воздействия на лесную подстилку, и молодая поросль сосны и лиственницы не появляется. Это связано с тем, что отпадающая хвоя деревьев содержит различные химические вещества, в том числе кислоты, которые заглушают будущую поросль леса и ягодники. И можно увидеть, что после низового пожара ягоды хорошо возобновляются, на них с удовольствием летят птицы. Во всяком случае, это хорошо видно в той же Иркутской области. Поэтому сказать, сколько из этих 3,5 миллиона гектар нуждается именно в искусственном лесовосстановлении, сейчас невозможно. Там, где прошел верховой пожар на большой площади, там лесу, конечно, нужно будет помочь. А там, где прошел пожар низовой, он справится и сам. Это, в общем, доказано многолетней практикой. Но сейчас же как раз то самое время, когда саженцы начинают активно высаживаться. Хотя в ученой среде существует неоднозначное мнение на этот счет. Все-таки каким образом должны проходить именно эти работы? Вы совершенно правы по поводу, что нет однозначного мнения. У нас вообще в стране нет практики, чтобы высаживать леса в условиях вечной мерзлоты. Этим никто раньше не занимался. И надо сказать, что каких-либо проверенных годами практик
по этому поводу тоже в нашей стране нет. Есть небольшой такой опыт Финляндии, но, скажем так, наши нормотворцы не взяли его в расчет. И лес, он испытывается же только экспериментальным путем. И я думаю, что вот сейчас сложилось то самое время, когда можно заложить пробные площади, там, где будут высажены саженцы или сеянцы с открытой корневой системой, закрытой корневой системой, там, где пойдет естественное лесовосстановление. И это нам даст возможность хотя бы через 10-20 лет сравнить и понять, как все-таки правильно поступать. Игорь Владиславович, а сколько вообще кадров в Якутии, в лесной отрасли? Хватает ли их? И способны ли наши учебные заведения обеспечивать такую потребность в кадрах? Кадров, если мы с вами будем говорить про службу лесничеств, не хватает катастрофически. Что касательно лесопромышленников, то да, сейчас мы, в общем, потенциально способны учить столько, сколько надо. Но здесь у нас идет другой крен. Более 50% кадров для леса учатся в Москве и в Петербурге. И как показывает практика, там практически менее 1% из них идет в лес. Выпускники же нашего агротехнологического университета, а также Тихоокеанского университета в Хабаровске, это, собственно, только два вуза, которые на весь Дальний Восток учат лесопромышленников. Они практически все идут в лес, но у нас очень небольшие контрольные цифры приема за бюджетный счет. И в этой связи мы неоднократно ставили вопрос перед министерствами, чтобы нам как раз увеличили контрольные цифры приема. Я так понимаю, что сейчас на это министерство идет. Я могу сказать такую цифру, что по подсчетам только Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики потребность в кадрах в лесной промышленности во всем Дальнем Востоке – это 6500 рабочих мест. Но вот лесная промышленность – очень интересное словосочетание, особенно в свете последних событий, потому что недавно в кулуарах Восточного экономического форума этого года во Владивостоке было озвучено, что сгоревший лес можно переработать, и представители южнокорейских компаний выразили к этому интерес. Насколько вот все-таки это полезно и, более того, эффективно с точки зрения экологии? Надо понимать, что лес – это живая экосистема, которой необходимо обновляться. И ведь недаром большая часть специалистов лесного профиля учатся в аграрных университетах. Это не только в России, но и во всем мире. Потому что вместе с аграриями мы пользуемся одним и тем же ресурсом – это земля и ее плодородие. Более того, сейчас почти 50% всей перерабатываемой древесины в мире заготавливаются уже не в лесу, а в лесных плантациях. И, как я уже сказал, леса Якутии пирогенные. Без обновления при помощи рубки или при помощи пожара они восстанавливаться не смогут. Поэтому, если лес сгорел до прекращения роста, о чем мы с вами говорили в начале беседы, то есть там, где прошел верховой пожар, и лесопатологическое обследование покажет, что лес уже этот расти дальше не сможет, то, конечно, его заготовка это будет правильно не только экономически, но и экологически тоже. И завершающий нашу беседу вопрос. Все же говорят, что пока сам не начнешь меняться, ничего не будет меняться вокруг тебя. Как же граждане могут помочь природе, лесу и экологии? Прежде всего, я бы хотел обратить внимание наших сограждан на то, что лес, как и агрокультура, он зреет, созревает, этот урожай должен быть собран. Есть очень старое правило у лесников, которое говорит, что лес горит там, где его не рубят. И чтобы обновиться, ему нужно сгореть, а это плохо, либо его нужно рубить. Поэтому прежде всего я бы посоветовал те проекты, которые в области освоения лесов и нашей республики Дальнего Востока, они проходят очень серьезные экспертизы, когда они появляются, наверное, не поддаваться паническим слухам, таким алармизмам, что у нас придут и лес есть заберут. Это не так, потому что сейчас лесозаготовка и лесовосстановление идут рука об руку. Во-вторых, лесопользование сейчас в России совершенно вещь открытая. И если вы где-то видите самовольную рубку и какие-то лесонарушения, или вам кажется, что они происходят, всегда можно обратиться на горячую линию. И здесь надо себя вести так же, как если вы видите какие-то правонарушения или кому-то вы считаете стало плохо, обратиться в дежурные службы. Все проекты лесопользования, они есть в открытом доступе. И я бы посоветовал
помогать по возможности, это сигнализируя о том, если вы видите где-то какие-то лесонарушения, ну и не поддаваться алармизму, который сеет панику по поводу грамотного лесопользования. Благодарю вас, Игорь Владиславович, за столь содержательную беседу. Желаем вам хорошего дня. Спасибо большое. Всего доброго. Ну и после такой серьезной темы я предлагаю вам, друзья, немного отвлечься и сделать вместе с воспитанницами художественной гимнастической школы утреннюю зарядку. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, 3, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, 3, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч, круговые движения. Можно и раз, два, 3, 4. Стоим. 5, 6, 7, 8. Раз, ниже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И раз, два, 3. Стоим. Раз, два, 3. Стоим. И раз, два, 3. Стоим. И раз, два, 3. Стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И раз, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Наверняка у многих людей есть какие-то свои утренние привычки или ритуалы. Кто-то по утрам бегает, кто-то начинает свой день со стакана теплой воды. Может быть, кто-то выходит из дома, ступает только на правую ногу. И это имеет какой-то свой внутренний символ для каждого человека. Друзья, если вы хотите начать день с чего-то нового, а может быть, привнести какие-то привычки в свою жизнь, то сегодняшний день для этого самый подходящий. 9 сентября – день
изобретения новых привычек. Так что, друзья, вы можете с нами поделиться уже своими действующими какими-то утренними ритуалами или привычками по номеру нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. А можете что-нибудь придумать. Ну а также сейчас мы узнаем, какие даты и события выпадают на сегодняшний день. На календаре 9 сентября. Сегодня отмечают День школьных фотографий, День венского шницеля, День плюшевого мишки, Всероссийский день лука, День изобретения новых привычек, Всемирный день красоты, День дизайнера-графика. По народному календарю в эту дату чтут память Пимена Великого, Пимена Палестинского, иеромонаха Кукшу и мученицу Анфису Новую. Этот день посвящают сбору ягод рябины и калины. Женщины развешивают гроздья ягод под крышей дома. Из них готовят десерты, используют в народной медицине. Если ягод рябины мало, то осень будет засушливой, а если много – дождливой и холодной. События в этот день. В России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров. В Петербурге было создано Императорское российское военно-историческое общество. Русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа «Мертвая петля» в 1913 году. В этот день основана американская телекомпания NBC. Группа Rolling Stones в 4-й раз заняла первую строчку британского хит-парада с песней «Satisfaction». Начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». В Москве в колонном зале Дома Союзов открылся безлимитный поединок до 6 побед за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым. Затянувшийся матч был прерван при счете 5-3 в пользу Карпова, но последние 3 победы одержал Каспаров. В этот день родились Арман Жан Дюплесси, кардинал Ришелье, французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви. Фредерик Чапман, шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения. Луиджи Гальвани, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Лев Толстой родился в 1828 году. Русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы. Борис Захадер, советский поэт, переводчик, детский писатель. Надежда Румянцева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Британский актер Хью Грант. Именины в этот день отмечают Ян, Степан, Сава, Михаил, Иван, Дмитрий, Вальдемар, Владимир, Александр, Анфиса. Впереди выходные, самое время вместе со всей семьей, а может быть с друзьями, посетить кинотеатр. Ну а какие премьеры ожидают нас на этой неделе, мы узнаем в нашей рубрике «Афиша». Там хоккеисты пришли, Локомотив, вся команда. Прошедший сезон был удачным для ярославского «Локомотива». Пока живут фанаты, надежда не умрет. Они болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Однако никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого. А трагедия, которая случится с «Локомотивом», разделит спортивный мир на «до» и «после». Мой муж отплыл от берега на лодке. Взял пистолет. Я и не знала, что он у нас есть. И... В центре сюжета дома на другой стороне героиня Бет, которая недавно потеряла мужа. Разбирая его вещи в доме у озера, она становится невольной свидетельницей странных и пугающих событий. Сначала Бет думает, что в доме завелись призраки, но затем постепенно начинает узнавать о тайнах покойного мужа, из-за которых странности и происходят. Золотая осень, якутская глубинка. С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 10 лет.
23-летнему парню председатель колхоза дает задание сопровождать молодую учительницу до соседнего села. Казалось бы, простое задание оборачивается настоящим испытанием для молодых людей. На их пути внезапно появляется медведь. Он их преследует. Герои фильма понимают, что все это с ними происходит неспроста. Цепь необычных встреч, странных находок, горьких воспоминаний, тревожных снов и видений ведут к ответу на самый важный вопрос жизни главного героя. Кто его отец и куда он исчез? Былой охотник, а ныне пропавший без вести солдат. Также смотрите новое прочтение знаменитого романа Жюля Верна «Анимационная картина «Вокруг света за 80 дней». Двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений. Он не так уж и плох. С ним весело. Петровы – самая обычная семья. Он автослесарь, она библиотекарь. У них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом. И жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», обладателю призов литературных премий НОС и национальный бестселлер. А сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы вас хотим познакомить с замечательным мальчиком, которого зовут Сережа, и он очень нуждается в семье. Этот славный мальчик волей судьбы оказался в учреждении. Знакомьтесь, это Сережа, ему 3 года. Он очень добродушный, ласковый мальчик, проявляет интерес к настольным играм. Особенно ему нравятся вкладыши, пирамидки, любит перебирать шарики. Он очень тянется к общению со сверстниками, хорошо идет на контакт со взрослыми, с большим интересом познает окружающий мир. Вот, давай, собирай. Вот так. Угу, давай, Сережа, так. Красный, да. Сережа с удовольствием играет в разные игры. Как и все мальчики, обожает машинки и может подолгу возиться с ними. В силу определенных проблем со здоровьем Сережа не так хорошо ходит, но старается, и это доставляет ему радость. Он проявляет интерес ко всему окружающему. Сережа наблюдается у специалистов, проходит плановые ежегодные обследования и получает курсы реабилитации и соответствующее лечение. Сережа добрый, ласковый мальчик. Он нуждается в особом уходе, чутком внимании. И мы надеемся, что все это он обретет в семье. А прямо сейчас к нам присоединилась наш новостной обозреватель Валерия Наумова с последними и актуальными новостями.
Трудовые инспекторы теперь будут не только наказывать работодателей, но и приходить к ним с профилактическими визитами. Об этом рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков. Он пояснил, что такие визиты станут обязательными и регулярными. По итогам такого визита инспектор труда не может оштрафовать. Он выдаст рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере у работодателя. Руководитель Роструда также напомнил, что с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила по охране труда, основная задача которых – предупреждение производственных рисков. Планируется, что это позволит сделать труд более безопасным и эффективным, а также не только лучше защищать права работников, но и снизить нагрузку на работодателя. Россияне вскоре смогут избавиться от рекламы, исходящей от банков. Финансовым организациям в ближайшее время порекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Письмо Центробанка и Федеральной антимонопольной службы с рекомендацией ужесточить правила рассылки рекламы со дня на день должны разослать участников финансового рынка. В проекте письма отмечается, что рекомендации кредиторам по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Многодетные матери, воспитавшие детей до 8 лет, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. При этом в некоторых случаях время по уходу за детьми может засчитано и отцу. По словам специалистов, если у женщины 5 и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет. Если четверо – в 56, если трое – в 57 лет. Основными требованиями для установления досрочной пенсии являются 15 лет страхового стажа, необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, воспитание детей до 8 лет, отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления, пояснили в Пенсионном фонде. Стоимость автомобилей в России в следующем году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и как следствие превышения спроса над предложением. Этому будут способствовать и подорожание комплектующих. Эксперты заявляют, что дефицит электроники сохранится в 2022 году, что заставит производителей адаптировать комплектации или нажимать на кнопку остановки конвейера. При этом единственным решением проблемы дефицита микрочипов эксперты видят децентрализацию их производства. В настоящее время заказанные автомобили приходится ждать около 7 месяцев. При этом очереди растянулись на все марки, от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники везде одни. Если в прошлом году цены на автомобили начали увеличивать, когда салоны быстро опустили из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди за автомобилями растягиваются из-за отсутствия деталей. Ученые отобрали образцы слоев самой северной стоянки древнего человека Деринг-Юряк в Центральной Якутии. Теперь им предстоит определить точный возраст этого древнейшего памятника. Стоянка Деринг-Юряк находится на берегу Лены в 200 километрах от Якутска. Возраст памятника определили в 2,5 миллиона лет. Это позволило вернуться к концепции о внетропической прародине человечества. Однако большинство специалистов со скепсисом восприняли эту информацию. Американская экспедиция, побывавшая на стоянке, заявила, что она не старше 300-400 тысяч лет. Сибирские оледенения изучают многие специалисты. Если возраст Деринг-Юряк, который первоначально определила группа Юрия Мачанова, будет доказан, то это изменит общепринятый взгляд на эволюцию человека. В заботе и внимании нуждаются не только дети, но и взрослые. Но сегодня в Якутске пройдет социально-благотворительная акция «Путь к дому». Во время этой акции, которая проводится ежегодно с 2018 года, оказывается помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также возвращение бездомных в общество. Об этой нужной и, к сожалению, пока еще актуальной акции мы поговорим с гостем нашей студии, вице-президентом общественной благотворительной организации «Линия жизни» Оксаной Кондаковой. Оксана Минахматовна, доброе утро. Доброе утро. Акция проводится уже несколько лет. Скольким людям за это время вы уже успели помочь, оказана помощь, и много ли из них возвращается к обычной жизни, к родным, к семьям, близким? В рамках акции помощь у нас получили более 700 человек. В рамках помощи нашей организации бездомным людям, ну и другим категориям, которым мы помогаем, более 1000 человек получили помощь в нашей организации.
А вот сами люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, к вам обращаются за помощью или через какие-то социальные службы? Бывает по-разному. Очень часто привозит полиция к нам в восстановительный центр бездомных людей, либо людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то есть на улице по разным причинам. Обращаются к нам органы УФСИН, сарафанное радио также работает, да, то есть бездомные, те, кто имеет какой-то стаж уже бродяжничества, так можно сказать, они передают как бы информацию вновь появившимся, то есть эти люди знают, где могут получить помощь и какую помощь. Ну, есть такая же поговорка, что дай человеку рыбу, он будет сыт один день, а отдай ему удочку, и он будет сыт всю жизнь. Вот люди, которые к вам попадают, действительно, они исправляются, возвращаются к нормальной жизни и меняют ее кардинально. Ну вот из общего количества обратившихся людей, то есть мы ведем свою статистику, да, то есть в зависимости от года, то есть мы работаем 7 лет с этой категорией людей с бездомными, средний процент, который возвращается к нормальной жизни, это от 10 до 15%. Вы как-то их курируете, поддерживаете с ними в дальнейшем связь? Да, часть людей мы видим в городе у нас непосредственно, то есть это ребята, которые устроились на работу, кто-то работает на заправках, то есть мы непосредственно как бы с ними в обычной жизни пересекаемся. Часть людей мы наблюдаем в социальных сетях, то есть это иногородние, мы наблюдаем за их жизнью. Ну, 10-15% это очень мало. Вот почему так? Наша организация оказывает помощь низкопороговую, да, так называемую. То есть мы берем людей вот прямо с улицы. То есть те люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которые нуждаются в помощи, мы берем всех. Не все готовы изменить свою жизнь, да, кто-то восстанавливает документы, как говорится, покушали, переоделись и через некоторое время уходят опять на улицу. Часть людей, те, кто хотят изменить свою жизнь, у них есть, конечно, шанс. Мы им помогаем восстановить документы, восстановить связи с родственниками, помогаем найти работу, получить там медицинскую помощь, кому нужно и так далее. Как вообще люди попадают именно в такое состояние, что становятся бездомными? Это люди, которые игнорируют людей, которым помощь нужна, те же самые люди, которые просят помощи на улицах? Люди по разным причинам оказываются вот в таком состоянии. Не всегда это асоциальный образ жизни. То есть бывают конфликты в семье, бывает мошенничество с жильем, конфликты там с родственниками, да, по разным причинам. Не всегда люди, как общество наше, стигматизируют, да, вот все пропащие, прямо вот совсем негодные. То есть по разным причинам люди приходят на улицу, и поэтому помощь, конечно же, должна таким людям быть оказана. А вообще отношение общества, оно сейчас меняется к таким категориям граждан? Как и в любом вопросе, есть те, кто за, и те, кто против. Есть люди, которые с состраданием относятся к такой категории людей, то есть они готовы помогать, они с теплотой как-то, да, и вещами помогают, и где-то подкармливают. То есть есть те, кто категорически не приемлет, то есть нужно идти работать, да, и вот совсем вот никак. То есть, не воспринимают, можно так сказать, да, что сами виноваты. Я бы, конечно, так категорично не стала относиться к таким людям, потому что мы работаем уже на протяжении вот такого времени и видим разные судьбы, совершенно разные. И не всегда человек по своей воле оказывается на улице. А вот на ваш взгляд, как правильно нужно реагировать? По поводу, мы часто видим сами по городу, да, как попрошайничают возле больших торговых центров, магазинов и так далее. То есть мы, как работники, специалисты уже в этом деле, рекомендуем не давать наличные деньги, конечно же. Можно купить продукты, можно помочь теплыми вещами, можно куда-то позвонить в социальные службы. То есть человека куда-то там перенаправить, либо позвонить в скорую, если видно, что человеку нужна какая-то медицинская помощь. То есть ни в коем случае не давать наличные.
Недавно вы начали реализацию проекта «Не лишние люди». Вы можете рассказать об этом проекте подробнее? Да, мы написали проект, который был поддержан фондом президентских грантов. Называется он «Не лишние люди». Этот проект направлен на оказание помощи бездомным людям на территории нашего города. Значит, проект у нас будет длиться до 1 июля следующего года. Наши, получается, как бы ребята подопечные, да, те, кто нуждается как бы в помощи, мы планируем охватить большее количество людей, да, с поддержкой, получается. И сейчас у нас началась с 1 сентября реализация еще одного проекта, он называется «Перезагрузка», и он у нас направлен на помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, тем, кому некуда пойти. Те люди, которые тоже потенциально, возможно, могут быть бездомными людьми. А сегодняшняя акция? Сегодняшняя акция у нас инициирована уполномоченным по правам человека Гурьевой Сарданой Михайловной и МВД по Республике Саха-Якутия. Эта акция, она призвана координировать, да, многие органы, получается, исполнительной власти для оказания системной помощи таким людям, для того, чтобы общество обращало внимание на эту проблему, выявляло таких людей как можно более на раннем этапе, для того, чтобы помощь им была наиболее эффективной. А вообще много ли историй со счастливым концом? Есть ли у вас какие-то примеры за время вашего проекта? Да, вашей работы? Конечно, за столько лет у нас создалось несколько новых семей, родились дети. Наши волонтеры зарегистрировали уже свои некоммерческие организации и помогают людям так же, как и мы. Многие люди у нас восстановили связи с родственниками, те, кто очень долго, по 10-15 лет не общались, вообще связь никакой не поддерживали. Сейчас они живут в семьях, в своих улусах, работают, получают поддержку от своих семей. Примеров достаточно, конечно. Вы можете сейчас обратиться к жителям нашего города, гостям, а также ко всей нашей республике и присоединиться к этой акции, чем мы можем быть полезны, чем мы можем помочь. Спасибо. Уважаемые жители города, сегодня с 10 до 17 часов пройдет социально-благотворительная акция «Путь к дому». Проходить она будет у нас в городе Якутске на улице Федора Попова, 8/1, возле кафе «Хоттей». Каждый желающий у нас может принести мужские теплые вещи. Женских требуется чуть меньше. То есть, если есть возможность, каждый во время проведения акции может подойти с теплыми вещами, которые мы у вас примем. Спасибо. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Нам очень приятно, что вы неравнодушны. Мы благодарим вас за вашу доброту. А мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш эфир. Этим летом мы начали вас знакомить с пригородами Якутска. Иногда, живя в столице, мы даже не замечаем и не знаем, что в нескольких километрах от нас находятся представители интересных населенных пунктов. Мы не знаем, чем они живут и как они работают. Сегодня рассказ о Тулагино-Кильдямском наследии, где на днях побывала наша съемочная группа. 86-летняя Нина Никитишна – старожил села Кильдямцы. 43 года она работала в наследии почтальоном. Нина Никитишна вспоминает, в советское время читать любили все. В 60-е и 70-е годы люди выписывали много корреспонденции. Единственная почта была в Тулагино. Нина Никитишна каждый день проходила более 5 километров до села Кильдямцы, чтобы доставлять почту. В объемную сумку все не влезало. Почтальоны возвращались на почту за новой партией. Сколько ты килограммов весила? 10, наверное, больше. Ну, сейчас тоже тут старые журналы. Старые книги, по-моему, 10 килограммов точно. Но очень было тяжело. Нина Никитишна родом из Усть-Алданского района. Вышла замуж и переехала в Кильдямцы. Осталось жить, что замуж вышла тут. И дети, внуки, правнуки, все у меня есть. Каждое воспоминание старожилов – золотая летопись. Ведь история создания Тулагино-Кильдямского наследия уникальна. В одном только наследии находится около 70 памятников археологии.
Историки до сих пор изучают эти места. Тулагино-кильдямский наслег само по себе наслег такой уникальный. Это, во-первых, он объединяет 4 населенных пункта. Это Капитоновка, Кильдямцы, Тулагина и Сырдах. Ну и микрорайон радиостанция. Да? И она находится в 28 километрах от города Якутска, северной части долины Туймады. И она сама еще уникальна в том, что, как вы все знаете, имеется местность Усхатын, где вот мы проводим такое масштабное мероприятие, как ИСЭХ. И уникальность еще, она проявляется, что в этих местах по преданиям жил и творил наш прародитель народа Саха-Эллей. И поэтому вот Усхатын – это священное место. Отсюда стреляли бандитов, которые убегали в Намский район, село Никольцы. Узнать историю родного края никогда не поздно, считает учитель истории на пенсии Владимир Никифорович и перелистывает для нас кровавые страницы истории 1922 года. Огни гражданской войны прошлись по этим местам. Кильдямский бой – одно из важных сражений в истории становления советской власти. Очищение Тулагино-Кильдямской долины от врага сняло прямую угрозу Якутску с севера. Сражение было большое. Бандиты белые заранее, окопались. Они вот южнее села Кильдямцы. И вот где сейчас дорога, выкопали окопы. И там они держались. Атаковали 200 сабель эскадронца, это каландришвилевцы, и около 600 наши местные красноармейцы, партизаны. Владимир Никифорович отмечает, любовь к своему краю нужно прививать со школьной скамьи. Ученики школы проявляют живой интерес к прошлому наслега. Ведь Кильдямский бой – это лишь одна из страниц богатой истории. В середине 19 века в этих местах поселились русские хлеборобы. Так появилось нынешнее село Кильдямцы. С тех пор больше 100 лет тулагино-кильдямские жители находятся в постоянном общении с русскими. Они научились у них хлебопашеству и овладели культурными бытовыми навыками. В селе Кильдямцы сохранились дома первых хлебопашцев, староверов и русских крестьян, которые поселились здесь еще в XVIII веке. Это высокие и прочные избы, в которых до сих пор живут их потомки. Наслег начал развиваться не только под влиянием культуры русских крестьян, но и под влиянием всех тех, кто приезжал со всего Советского Союза и оставался здесь жить. У меня здесь и дорожка, Николай Угодник, ну и другие портреты. Я здесь зажигаю другой раз свечи, прочее, все. Один из них – Валентин Котлов, строитель, который закончил Маршанский строительный техникум в Тамбовской области и по направлению приехал в Якутию. Теперь Тулагино-Кильдямский наслег – это его родина. Здесь он женился, вырастил своих детей и строил наслег. Когда я приехал сюда, здесь вообще-то и не было поселков. Даже те же Талугины, те же Сырдах, тот же третий участок. Ну, не было. Было 1, 2, 3, 4 там дома. Ну что ж, как строитель я ввязался строить в совхозе все то, что могу. Несколько лет назад Валентин Александрович решил построить у себя дома часовню. Признается, построил ее за один день. Для верующего строительство часовни – благое дело, ведь для него святыня – это символ добра, мира и любви к людям. За один день это точно. Я был в Москве у родственников. У него стояла часовня, не такая, конечно. Хуже вариант. Он не строитель, а он геолог, что ли, или что-то. А я вот так руками подошел, вот так, замерил ее руками. Мало. Ну и прибавил еще сантиметров 50. Старожил мечтает достроить купол, а главное – услышать звон колокола, со звоном которого он будет вспоминать любимую жену и яркую насыщенную жизнь, которую подарил ему любимый наслег. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Тулагино-Кильдямский наслег. Скоро
Сколько в Тулагино-Кильдямском наследии уважаемых людей с нужными и важными профессиями. Почтальон, строитель, учитель. Кстати, в городе Якутске есть тоже довольно редкая и интересная профессия. Называется она инспектором манежа или шпрехштальмейстер. С уникальным специалистом, заслуженным работником республики встретилась наш корреспондент Катерина Винокурова. Как я прихожу на работу? Меня слышно вот оттуда, да, допустим. В этом цирке я работаю со дня его основания. Но если сказать, со дня даже не образования цирка, а как закончили эстрадно-цирковое училище в городе Москве. Все думают, что за профессия у Виктории Геннадьевны. Она выходит красиво, нарядная, провела программу и на этом все ушла. Нет, это очень более глубокая, объемная профессия, поэтому если меня кто-то в будущем будет заменять, этот человек должен быть из сферы, именно цирковой сферы, которая в этой кухне вертелся. Кухня, знаешь, артистов всех от и до, знаешь, какие аппараты прибыли, что нам нужно заказать, что нам нужно заменить. Цирковое искусство связано с большими рисками, с большими, могут быть и травмы, потому что это искусство таких, которые безбашенных, можно сказать, людей, да? Моя профессия обязывает, значит, чтобы репетиции проходили своевременно, артисты были в форме, артисты могли в любое время выйти, выступить, сделать свой трюк. А когда на манеже работаешь как ведущий, ты должен, вот я как говорю, 4 глаза иметь. Если я выхожу, смотрю, в это время уже готовится, натягивается, допустим, цирковой аппарат. Пушка светит на меня, я говорю, быстренько отвлекаю, краем глаза увидела, они готовы в темноте, я уже чувствую, да, допустим, все, я их объявляю, и музыка, и уже кто-то откуда-то вылетает, кто-то откуда-то выскакивает, и начинается наше представление. Прекрасным принцем Мария Щелкунчик. Курьезных случаев у нас бывают они, очень часто бывает. Был такой случай. Выходят девчонки с балета, такие красивые. Ну, одна девушка у нас так вышла, да. Но это было все. И это остановить процесс невозможно, потому что уже идет, уже выступление идет, зрители сидят. Она выходит, а у нее это все наперекосяк. Вы знаете же, балет у нас почти, костюмы, вы сами знаете, открытые костюмы, да? Ну, а что делать? Мы же не можем остановить это всего. Уже шоу идет. Всякое бывает. Но здесь привыкаешь душой и телом, как говорится. А мы в цирке. Все, которые вот, сколько у нас артистов, все мы очень и очень любим наш цирк. Без цирка себя не представляю. Ну, что я могу делать без цирка? Нет. А вот следующим героем нашего сюжета, поющим хаски, в цирке были бы явно рады. Австралийский блогер по имени Аммус уже более 15 лет профессионально играет на фортепиано. Он заливает свои ролики на YouTube-канале, и совсем недавно в ТикТоке его ролики стали вирусными, его видеоуроки. Но больше всех набирают популярность необычные ролики, в которых у него музыкальные дуэты с хаски. Кстати, и не только с ними. Под аккомпанемент фортепиано поющие собаки исполняют абсолютно разные жанры. Это и баллады, полька, босанова, ну и так далее. А на странице блогера в ТикТоке и Инстаграме также можно увидеть ролики с котятами, бобрами и попугаями.
Я надеюсь, мы подняли вам настроение такими замечательными поющими животными и создали вам это настроение на весь день. Друзья, будьте сострадательны друг к другу, будьте жизнерадостны, наслаждайтесь каждым днем этой осени. Делайте свою жизнь ярче с помощью новых привычек, и пускай ваша жизнь меняется в лучшую сторону. А также помогайте тем, у кого этой возможности нет. Друзья, начинайте свой день правильно, начинайте его вместе с нами, вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». А мы будем рады вас приветствовать каждое утро в будни. Друзья, мы с вами прощаемся, но только до завтра, для того, чтобы снова сказать вам доброе утро. До новых встреч. Хорошего вам дня.